Важную роль в жизни удмуртского народа играли обряды и праздники, связанные с природой, полевыми работами и урожаем. Немалый смысл вкладывался в символику и предназначение традиционной одежды. В узорах, орнаментах и даже деталях костюма читается единение с природой и обрядовым действом. Важадыр приходится на период зимнего солнцестояния. С песнями под гармонь ряженые ходили из дома в дом. Их встречали и угощали. Считалось, что такие гости отводят нечистую силу. Один из важных праздников весенне-летнего календаря – Акашка, знаменующий начало полевых работ. А вот Гербер символизирует их завершение. Определенное время имело, конечно, проведение этих праздников Гербер. До 20 июня только разрешалось. Потому что с 20-го, это период неважно начинается с 20 по 30 земля находится на сносях. Надо жить как можно тише, меньше шума, меньше гамма. И раз земля находится на сносях, даже здоровались не так громко. Вот. Как живешь? Тихонечко. В наших краях, вот здесь, особенности касается что Тукли, да, мы проводили, с детства, помню, гронбутон называли, да, и у нас также гронбутон называется, и мы привыкли к этому настолько, что, Гербер как-то у нас не приклеилось. У нас был такой обряд Джожон Сион после пахотного сезона. То, что времени, как всегда, у христиан довольно мало было, и делали на скорую руку такие напитки на основе волокна арьяна и кваса. Вот, и, конечно, с караваем хлеба обязательно, с выпечкой традиционной. Вот. Кашу как таковую, видимо, не варили. В первую очередь бросается в глаза, как одеваются мужчины для обрядов, потому что жрецы, они выделяются среди всех. Все элементы одежды, обрядовой ритуальной одежды у мужчин, жрецов, бывают белого цвета или светлого цвета. То есть встречаются светло-лиловые тона, например. Но в целом белая одежда должна быть светлая обязательно. Помимо распашного кафтана с длинными рукавами, да, как правило, кафтан бывает ниже колена, такой длинный достаточно. Бывают светлые головные уборы, то есть это шляпа, это войлочные колпаки могли быть, да, которые раньше удмурты в старину носили еще. Еще важным элементом является одежда жреца пояс. Пояс обычно был все-таки цветным, тканым, красивым, узорным и достаточно широким. И вот это такое важное отличие, что обязательно широкий пояс, да, у жреца находится на поясе. Причем мы даже встречаем упоминание о том, что его особым образом завязывали, без узлов. Получается так, что завязывают сзади, но его скрещивают. Вот скрестили, да, скажем, запускают вперед. И опять скрещивают. Скрещивают и запускают с двух сторон по бокам. Вот этот пояс жреца будет. Моления проходят в особых местах. Священная роща, лут, родник на окраине, величественное дерево в центре леса или куала – специальная постройка для проведения обрядов. Куала может быть большая родовая, расположенная рядом с деревней, где молятся представители рода. Помимо родовой куалы, семейная куала. Семейная куала находится на территории усадьбы, дома и дворовых построек и предназначена для молений семьи. Если в родовой куале обычно главным выступают жрецы, в семейной куале это обычно главный хозяин дома. Особенное место выбирали наши предки, где бык ложился. Вот, значит, там это такое вот священное место считалось, где-то на пригорках старались, да. Решил я построить немножко усовремененный такой, да, не с земляными полами, а дощатый, нормальный пол, и печку нормально с дымоходом будет. И то, что традиционно было в куале, это, конечно, очаг. Это у меня печка будет с дымоходом, да. И полки и скамейки по периметру куалы.
Ну и обязательно мудор будет. Мудор – это короб, где маршрутный короб, да, где держали вот атрибутику, священную атрибутику. Вот это беличий хвост, голова щуки и кусочек хлеба. Ну и, конечно, крыло рябчика. В родовом святилище не так часто проводились обряды. Если в семейном можно хоть каждый день это заходить и говорить «оста», да, вот. А здесь именно проводились такие вот уже более серьезные, ну, для всего рода праздники, скажем, ну, тот же Бувульдон, обряд освящения воды, да. Конечно, сюда испокон веков приходили девушки, кто выходил замуж, получать благословение. Нужно что-то в дар оставить. Если что-то просишь, нужно в дар оставить. И всегда оставляли вышитое белое полотенце. Но тут у нас и современные, кто что оставляет. Но и наши мальчики, кто уходит в армию, тоже оставляют полотенце. Как времена года сменяют друг друга, так и обряды сменяются праздничными гуляниями. Поэтому праздничная одежда, она всегда, конечно, богата украшениями, богата качеством ткани, которые обычно используются для изготовления праздничной одежды. Здесь очень часто мы встречаем, что используют покупную ткань, да, элементы покупной ткани используются, начинают, потому что это ярко, красиво, нарядно, это дорого, и хочется показать, что у тебя есть возможность это приобрести, себя вот так украсить. Любопытно очень, как вот, например, на юге Удмуртии используют для того, чтобы праздничную одежду как-то еще нарядить, да, например, ленты. То есть традиция повязывания лент в целом на праздничную одежду. Это может быть, например, использование повязанных лент на саму одежду или, возможно, на ту же самую лошадь, да, на которой, условно говоря, на праздник приехали. Платки и ленты, да, они в праздничной одежде очень часто встречаются, дополнительно украшают удмуртский костюм и чаще всего вот заправляются за пояс. Либо когда повязываются на плече, через плечо и является дополнительным украшением. Праздничная одежда, она всегда более сложная по комплекту. И когда мы изучаем костюм локальный, южный, северный, да, там шарканский вариант или там нижнечепецкий вариант, конечно, нам хочется рассмотреть в первую очередь весь символизм вот в этом праздничном костюме. Один из самых ярких обрядов удмуртского народа – свадьба. В традиционном представлении жизнь человека делилась на 3 свадьбы. Нуны-Щуан – рождение, Щуан – когда человек находит вторую половинку, Ир-Пыт-Щутон – прощание с умершим человеком. Но мы поговорим о свадьбе в привычном понимании – союзе между мужчиной и женщиной. К моменту замужества девушки становились настоящими мастерицами. В их сундуках с приданым насчитывались десятки нарядов и различных изделий. Когда девочке исполнялось 7 лет, она садилась за прялку уже. И когда уставала, когда мама уходила, да, она немножко поиграла, а потом снова за прялку. А когда уже 9 исполнялось, ее садили за ткацкий станок. Ей нужно было готовить приданое. Платьев должно быть не меньше 24-25, да, а чалмы не меньше 40 штук должно быть. Почему так должно было быть? Потому что, когда выходила женщина, становилась замужней, ей было нужно содержать семью, и некогда было уже заниматься полотенцами, ткачеством. Все это должно было изготавливаться уже до замужества. Когда жених приходил свататься к девушке, он обращал внимание на то, сколько платьев висит на этой перекладине. Если много, значит, это говорило о том, что женщина хорошая хозяйка, она трудолюбивая, ну и, стало быть, нужно взять ее замуж. А если мало платьев, значит, девушка лентяйка, да такую, наверное, и замуж-то могли не взять. То есть, видите, все имело свой смысл. Свадебная одежда отличалась в зависимости от района проживания. У южных удмуртов она была пестрой, с узорным ткачеством. На голове айшон, на груди маниста. Наряды центральных и северных удмурток, как правило, в белом, красном и черном цветах. Праздничное и обрядовое значение имел нагрудник – кабачи. Замужние женщины носили его поверх рубахи.
кабачи считали оберегом, не случайно свадебный нагрудник украшали восьмиконечной звездой толыжо. Название этого красивого и дорогого элемента одежды спряталось на карте родникового края. В Игринском районе расположена деревня Кабачи-Гурт. Существует несколько легенд о названии Кабачи-Гурта. Женщина, Гиреево у нас давняя, самая старая деревня, и вот деревня, из той деревни женщина потеряла в этих местах, здесь были леса еще, кабачи. Видимо, вот куда-то возвращалась. Это нагрудное украшение кабачи, вышитое шелковыми нитками. И, вот, видимо, она или с праздника какого-то, или с гостей возвращалась домой. И потеряла в этих местах кабачи. И она часто-часто ходила искать, но вот история умалчивает, нашла, не нашла. И вот когда деревня здесь образовалась, говорят, дали уже это красивое название деревни – Кабачи. В технике аппликации это муресаж называется. На холст нашивали тряпочки разные, разноцветные, но обязательно были красный и черный цвет на белом фоне. Свадебное платье продолжало радовать свою владелицу на протяжении всей жизни и переходило в ранг праздничного наряда. Ввиду того, что наши предки были не очень богатые, женщины не могли позволить себе много нарядных платьев. И это платье было практически единственным. Возможно, было у кого-то 2 наряда платья, в основном было одно платье, и это платье надо было как-то сохранить до старости. Праздники и обряды связывали поколения. Так молодежь приобщалась к традиционному укладу. И одежда здесь выступала как своеобразный хранитель знаков, символов и смыслов.